Почетные грамоты, благодарности и заслуженные награды для Сунжинской 3-й и Нестеровской 4-й школ – это приятный сюрприз. В учебных заведениях усердно работали над созданием экспозиций и по крупицам собирали материал для своих музеев. Именно такой подход к своей работе и привел к наградам. Дипломом 3-й степени награждается победитель Всероссийского конкурса партии «Единая Россия» «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» в Северокавказском федеральном округе. Али Хамхоев руководит музеем боевой и трудовой славы 3-й Нестеровской школы больше года. И кто бы мог подумать, говорит Али, что уже через год их музей станет одним из лучших не только в Ингушетии. Диплом 3-й степени и сертификат на 200 тысяч рублей как стимул работать лучше. Неотъемлемая часть нашей истории, сохранение памяти, именно исторической памяти для подрастающего поколения среди учащихся. Наш музей функционирует не так давно, с 1 апреля 2019 года. Средства будут направлены на пополнение фонда музея, на приобретение экспонатов. Полевые сумки, военные каски и солдатские фляги. В их музее собраны экспонаты, свидетельствующие о великом подвиге народа и выходцев из сельского поселения. Фонд пополняли, что называется, всем миром. Школьники, педагоги и жители приносили экспонаты из запыленных чуланов, даже не догадываясь об их ценности и значимости. На сегодняшний день насчитывается более 100 экспонатов. Самая неотъемлемая часть нашего музея – это имена тех участников Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт, то есть жили и ушли на фронт именно с нашего села. В конкурсе на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной в этом году приняли участие более 3000 школ из всех округов страны. Проходило состязание в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память». Каждое учебное заведение должно было подготовить презентацию, рассказывающую о музее. В итоге в финал попали 148 из них. Это победители регионального этапа, в числе которых и 2 ингушских музея. Наши музеи вышли на 3-е место по Северо-Кавказскому федеральному округу. Надо отметить, что это очень хороший результат. Это не по республике, это по Северному Кавказу. Это среди 1000 школ, которые участвовали в этом конкурсе. В планах у призеров развивать идеи музея и продолжать начатую работу, чтобы в следующем году точно вырвать победу. Тамара Хшагульгова, Майырбек Миржоев, Новости 24.